Заканчивалась самая кровопролитная война в мировой истории, и Османская империя, некогда правившая на 3 континентах, доживала свои последние дни. Враги ислама пытались воспользоваться поражением турков, чтобы добиться уничтожения мусульман изнутри. Министр колонии Великобритании взял в руки священный Коран и сказал: «До тех пор, пока мусульмане держат этот Коран в своих руках, мы не можем править ими. Мы должны вырвать Коран из их рук или отвратить мусульман от Корана». Однако в то время был один человек, который воспротивился этому. Враги ислама неоднократно покушались на него. Его отравляли 19 раз, но по милости Аллаха он пережил все эти покушения на свою жизнь. «Я буду противостоять тем, кто нападал на Коран, и докажу всему миру, что Коран — это свет настолько яркий, что его невозможно скрыть или погасить». Он был поклонником пророка, да благословит его Аллах и приветствует Бадиузаман Саид Нурси. Саид Нурси родился в Битлисе, Хизан, в 1878 году. Он начал стремиться к знаниям в возрасте 9 лет. У него был очень яркий ум и необыкновенная память. Благодаря своему уровню знаний в возрасте 14-15 лет и способности запоминать целые книги, прочитав их всего 1 раз, он завершил свое классическое обучение в медресе за 3 месяца, на что обычно уходило 15 лет. Его учителя называли его Бадиузаман, что означает «чудо эпохи», «непревзойденный». Однажды в юности ему приснился вещий сон, который определил всю его дальнейшую жизнь. Он стоял рядом с величественной горой, гора Арарат. Внезапно гора изверглась страшным взрывом, и огромные глыбы земли разлетелись по всему миру. В то время как он находился в ужасном и испуганном состоянии, к нему пришел великий человек и властно произнес: «Объясни и расскажи о чудодейственности Корана. Иными словами, распространяйте знания о том, как чудесен Коран». Услышав это, он проснулся взволнованным и понял, что в мире произойдет идеологическое преобразование с целью посягательства на Коран. Спустя некоторое время после этого приснившегося сна значение сна подтвердилось. Он увидел в газете статью. Министр колонии Великобритании взял в руки священный Коран и сказал: «До тех пор, пока мусульмане держат этот Коран в своих руках, мы не можем править ими. Мы должны вырвать Коран из их рук или отвратить мусульман от Корана». Эта статья произвела неописуемое воздействие на Бадиузамана. Это было словно пламя, горящее в его груди, пылающее только от любви к Аллаху и веры. С того момента он задумался о том, что может произойти в мусульманском мире. Он начал беспокоиться, но с его тревогами его энтузиазм только возрастал. Он тогда встал и пообещал посвятить всю свою жизнь. «Я докажу всему миру, что Коран — это свет, такой яркий, что его невозможно скрыть или погасить». Бадиузаман основал медресе. Оно немного отличалось от своих современников. Он преподавал науку и религию, соблюдая гармонию между ними. Он осознал необходимость применения благоразумия и убеждения и объединения естественных наук с исламскими знаниями. У него была мечта об учреждении университета, где была бы применена эта же методика. Даже название университета было готово. Медресе Аз-Захра. Он решил отправиться в Стамбул, чтобы осуществить свою мечту.
и он отправился в путешествие, которое приведет его в совершенно разнообразные места. Он снял комнату в гостинице в районе Фатих и начал заниматься противоречивой практикой, о которой никто и подумать не мог. Он повесил табличку на двери своей комнаты. Здесь ответят на любые вопросы, и ни одного вопроса не зададут. Он встретился с выдающимися учеными Стамбула и ответил на все их вопросы своей особенной индивидуальностью и облачением, и безукоризненно отвечая на все вопросы, он привлек к себе всеобщее внимание. В самом центре Стамбула, который в то время был центром знаний, молодой Саид своей уверенностью в себе сумел приковать внимание всех. Не все относились к нему доброжелательно. Его уверенность пугала некоторых. Его подвергали оскорблениям и клевете. Его имя было вовлечено в бесчисленное множество интриг. В конце концов, Бадиузамана отправили в психиатрическую больницу. Врач, обследовавший Бадиузамана, составил отчет, в котором выразил свое восхищение его интеллектом. Такое проявление интеллекта редко встречается в мире. Если в этом человеке есть хоть доля безумия, то нет никого вменяемого. Саид Нурси был выписан из больницы. После этого он ускорил свои усилия по учреждению университета. Под воздействием увиденного сна и благодаря своей способности предвидеть ситуации, он знал, что может произойти. Начнется борьба интеллектуалов в областях науки и философии, и будут нападки на Коран со стороны многих идеологий, таких как атеизм. Вот почему он сосредоточился на максимальном укреплении веры людей. По возвращении в восточную часть Турции он в течение 6 месяцев проводил лекции в одном из медресе города Ван, известного как Хархор. Он даже заложил основы своего самого масштабного проекта – университета. Все шло по плану, но Саид Нурси заметил, что что-то было не так, и начал дополнительно обучать военной подготовке своих студентов наряду с их образованием. Близился конец эпохи. Пришло время, и началось, возможно, величайшее событие мировой истории, когда в 1914 году разразилась Первая мировая война. Османская империя воевала со многими странами, в том числе и с Россией. С началом войны Саид Нурси взялся за оружие, чтобы отстоять свою религию, страну и флаг. Он со своими учениками сформировал добровольческий полк на Восточном фронте. Начались сражения с русскими. С учениками-бойцами, которыми он командовал, он месяцами сражался за свою родину и одержал много побед. Верхом на лошади, сражаясь с врагом на фронте, он не пренебрегал своими обязанностями в своих стремлениях к знаниям. Он начал писать свой тафсир Корана на фронте. Одной из его самых выдающихся работ, тафсир Корана, произведение «Знаки чудес», было написано во время войны. Иными словами, он защищал свою родину как физически, так и интеллектуально. В течение 2 лет он сражался в сотнях битв и доблестно отстаивал страну. При одном из таких конфликтов он увидел, как армянских детей собрали в одном месте. Кто-то сказал: «Они взяли наших детей в плен. Давайте отберем их детей». Они собирались забрать детей в качестве пленников. Бадиузаман освободил этих детей в соответствии с доктриной ислама. Когда армянский полководец увидел детей, возвратившихся в свои семьи, он сказал: «Так как Бадиузаман не причинил вреда нашим детям, с этой минуты мы не будем трогать детей мусульман». Таким образом, Бадиузаман спас жизни 1000 невинных мусульман. Произошли сотни боевых столкновений, и многие из учеников Бадиузамана стали мучениками, шахидами. После многочисленных побед в 1916 году он был захвачен русскими, оказавшись вдали от родины в русском лагере для военнопленных. Он попал в такую ситуацию, когда происходящее казалось концом. Но для тех, кто верит в Аллаха, не существует такого понятия, как отчаяние. Однажды в этом тюремном лагере произошел удивительный случай.
Русский главнокомандующий Николай Николаевич, приехав в лагерь, начал ходить среди военнопленных. По мере того, как все медленно вставали, Саид Нурси не двигался. Командир намеренно снова прошел мимо, но он не встал. Командир прошел мимо в третий раз, и произошло то же самое. Он пришел в ярость и спросил, почему он не встал. Бадиузаман посмотрел ему в лицо и ответил: «Я мусульманский ученый, и мое сердце преисполнено веры. Человек, у которого есть вера, намного превосходит того, у кого ее нет. Если бы я встал перед вами, я бы пренебрег своей верой. Именно поэтому я не встал». Русский командир пришел в ярость, выслушав эти слова. Немедленно был назначен трибунал, где Саида Нурси приговорили к казни. Друзья Бадиузамана просили его извиниться, иначе он будет казнен. Но он ответил: «Я поступил так, как велит мне моя вера. Кроме того, мне нужен паспорт для путешествия в Вечное Царство, чтобы встретиться с посланником Аллаха. Да благословит его Аллах и приветствует. Он предоставляет мне этот шанс». И, не раздумывая, направился к месту казни. Бадиузаман спросил разрешения на последнее желание. Он совершил омовение и исполнил 2 раката молитвы. Он пришел к месту, где его ожидала казнь. Солдаты с винтовками в руках были наготове. Он был на волосок от казни. Солдаты в ожидании приказа, а он мечтал лишь о встрече со своим Господом и посланником Аллаха. Да благословит его Аллах и приветствует. Пока солдаты ждали приказа открыть огонь, русский командир наблюдал за всей этой сценой. Он осознал искренность Саида Нурси в его глазах и поведении. Он остановил казнь, потому что он понял, что Саид Нурси не встал на ноги во имя своей веры, а не для того, чтобы оскорбить его. Во время своего пребывания в плену он никогда не прекращал свои занятия. В течение 2,5 лет, находясь в заключении в России, он продолжал проводить лекции множеству людей. Он всегда мечтал об университете, который он хотел построить – Медресе ас-Захра. Спустя некоторое время он совершил побег из плена. Он добрался до Стамбула в 1918 году через Сибирь, Варшаву и Софию. Его побег из России в Стамбул был воспринят с такой большой радостью и энтузиазмом, что как ученые, так и обитатели дворца проявили глубокую привязанность и сочувствие. Он получил медаль почета за его великие достижения на войне. Ему предложили членство в Даруль-Хикима Аль-Исламия, Академии ислама той эпохи. Среди ее членов были выдающиеся интеллектуалы, такие как Мехмед Акиф Орсой. Он принял предложение, рассматривая его как возможность служить народу, и по настоянию друзей, так как он был утомлен после побега и войны. Спустя некоторое время Стамбул был оккупирован англичанами. Было множество дезинформации и заблуждений об оккупации. При помощи опубликованной им книги Саид Нурси пытался пробудить общественность против оккупации. В то же время в Анатолии началась борьба за независимость. Шейх Аль-Ислам той эпохи описал это движение в Анатолии как восстание. Саид Нурси издал собственную фетву, противостоящую фетве шейха Аль-Ислама. Он сказал: фетва, изданная в условиях оккупации, недействительна, и поддержал борьбу за независимость в Анатолии. Англичане приказали его казнить на месте за его деятельность против их оккупации, но им это не удалось. После этих событий Саид Нурси был приглашен в парламент в Анкару. Он прибыл в Анкару в 1922 году, где Бадиузамана торжественно встретили в парламенте. Ему предложили членство в парламенте, другие должности и деньги, но он их не принял.
Он попросил поддержки для осуществления своей мечты – строительства университета. Он отправился в Ван, чтобы воплотить свои планы в жизнь. Он заметил, что распространялось антирелигиозное движение, исходящее от коммунистической России. Ему нужно было действовать быстро в делах по учреждению своего университета. Он намеревался взрастить поколение мусульман с твердой верой и убежденностью против тех, кто хотел нанести вред исламу. Однако политический режим той эпохи и скрытые враги ислама препятствовали его планам. Чтобы остановить Саида Нурси, его сослали в Испарту. Что бы ни случилось, куда бы он ни пошел, он не собирался прерывать свои лекции. Он проводил лекции о фактах об Аллахе, исламе и вере. Он пытался повысить осведомленность людей вокруг себя и рассказывать людям об Аллахе, даже если он был в изгнании. Враги ислама также продолжали строить планы по отвращению людей, особенно молодежи, от ислама. Они приступили к реализации своих планов, направленных на ослабление основ ислама и ее распространение атеизма и коммунизма. Один из известных противников ислама того времени, Абдулла Джавдет, говорил, что вера в Аллаха наивна, и эта вера привела людей к неизлечимой безрассудности. Он открыто отрицал загробную жизнь и начал распространять свои представления, чтобы отравить умы людей. Книги распространялись для того, чтобы внушить детям и подросткам в школе эту идею. В то время как в стране происходили ужасающие события, повсюду проводились исследования об атеизме. Саид Нурси прожил жизнь в изгнании. Однажды, прогуливаясь по берегу озера Эгердир, он вспомнил один аят и начал его излагать. «Посмотри на следы милости Аллаха, на то, как Он оживляет землю после ее смерти. Воистину, Он способен оживить мертвых и способен на всякую вещь». Сура Ар-Рум, стих 50. И, сложив этот аят, Бадиузаман повернулся к своему ученику и сказал: «Каждое растение с наступлением зимы, увядая и умирая, воскресает вновь. Разве не являются ли они признаками воскрешения человека после того, как он был похоронен в своей могиле? Тогда пиши, брат мой». Его ученики начали писать. Трактат «Воскрешение и загробная жизнь» был готов за короткое время. В этом трактате существование загробной жизни доказано здравым смыслом и логическими доказательствами, и брошюра распространилась повсеместно. Те, кто видел его работу, были озадачены. Особенно враги ислама не знали, что предпринять, потому что они не могли опровергнуть ни одно из доказательств, которые Саид Нурси предоставил. На этот раз их противником был не тот, кто знал только исламские знания. Они были против исламского ученого, который также знал философию, астрономию, физику и многие другие науки, и их длительную традицию, идущую из древности. Абдулла Джавдет выразил свое отчаяние для тех, кто ждал ответа на брошюру, такими словами: «Саид Нурси своими произведениями провел меня по улицам загробного мира. Как я могу отрицать улицы, по которым я ходил?» Во время его пребывания в Испарте, Барла, в течение 8,5 лет он преодолел многочисленные трудности со своими учениками и написал несколько произведений. Его единственной целью было обеспечить безопасность ислама и мусульман. Враги ислама не могли смириться со всеми этими работами, распространяющими веру и правду об исламе, и следили за каждым шагом Бадиузамана. Его ссылали из одного места в другое и держали под стражей в течение длительного времени. К нему никого не пускали. Тем не менее, эти произведения были все же опубликованы. Оставалось только одно — устранить его учеников и его идеи.
Без предупреждения их дома подвергались обыску. Тибетейки, тюрбаны и молитвенные четки были представлены как наступательное оружие. Бадиузаман и его ученики были отправлены из одной тюрьмы в другую в холодный зимний день в тюрьме Афьона. Температура на улице была минус 15 градусов. Бадиузаман был брошен в одиночную камеру. Его камера с выбитым окном была без обогревателя. Холод был пронизывающим. Чтобы согреться, ему дали всего 2 одеяла. Он закутался в них, чтобы согреться. Тюремный надзиратель принес ему еду. После еды его охватила лихорадка. У него задрожали руки, его губы потрескались из-за лихорадки. Его тело начинало чернеть. Он был отравлен. Он лежал в одиночестве, пока яд распространялся по всему телу. В ожидании смерти. Через некоторое время 2 из его учеников нашли возможность навестить его. Он говорил про себя: «Если я умру, мои друзья не должны мстить за меня». После этих слов он воскликнул: «Брат, они не смогут убить меня». По милости Аллаха, он справился с отравлением. Это всего лишь один из случаев, который он пережил в тюрьме. При всей своей невинности он провел в тюрьме всю свою жизнь. Но он никогда не думал о том, чтобы бросить все. Он превратил каждую из тюрем в медресе и суфия, как это сделал пророк Юсуф, мир ему и благословение Аллаха. Он превратил тюрьмы в учреждения знаний и веры. В то время как всех проверяли на наличие ножей и пистолетов, его обыскивали на наличие бумаги и карандаша. Чтобы продолжать писать свои произведения, он использовал сигаретные бумаги, собранные у заключенных. Он превратил убийц в людей, преисполненных сострадания и привязанности. Его пытались отравить более чем 19 раз. Но по милости Аллаха он пережил их все. Он устал от покушений и попыток запугивания. Он много страдал. Но как бы сильно он ни страдал, он никогда не переставал размышлять о своем состоянии. Он просыпался каждую ночь, чтобы помолиться до утра о благополучии умы. Он сказал тем, кто пытался разубедить его заниматься дава: «Если бы у меня было столько же голов, сколько у меня волос, если бы одну из них отрезали каждый день, я бы все равно не склонил голову перед неверующими и неверными. Я бы не стал даже и думать о том, чтобы бросить это служение вере и свету». Он написал сотни трактатов о вере. Для решения самых фундаментальных проблем общества он подготовил произведения не менее эффективные, чем лекарства. Он лечил детей, молодежь, пациентов, пожилых людей своими работами, как врач лечит лекарствами. Он вдохновил сердца людей Кораном и написал другую книгу, которая стала непреклонным противником атеизма – трактат о природе. Этим трактатом он переломил хребет атеизма пополам. Он доказал существование Аллаха с помощью таких доказательств, что философия атеизма не смогла даже привести ни одного аргумента возражения. Он бросил вызов тем, кто пытался запугать его, отвратить его с его пути, и его дава тем, кто ссылал его из одного места в другое, и тем, кто его пытал, отравив его много раз. Силой Корана я бросаю вызов тем, кто встал на сторону европейцев. Я разрушил своими публикациями и светом веры ваши твердыни, которые вы называете позитивными и естественными науками, в клочья. Я заставил их величайших философов-безбожников опуститься до уровня животных. Даже если вся Европа соберется вместе с помощью Аллаха, они не смогут опровергнуть ни одного из моих доводов. Иншаллах, они не смогут победить меня. Было много ученых, которые жили ради дава Аллаха. Они служили людям и покинули этот мир. Бадиузаман
был одним из самых значимых ученых в истории ислама. Даже национальная гордость Турции, поэт Мехмед Акиф Эрсой, сказал: «Виктор Гюго, Шекспир, Декарт могут только поучиться у Бадиузамана. Они могут быть только его учениками». Одно это показывает, насколько великим ученым он был. В последние годы своей жизни Бадиузаман дал интервью Эшрефу Адипу. Он говорил следующие душераздирающие слова: «Передо мной разгорается гигантский пожар. Его пламя вздымается до небес. Мое дитя сгорает в нем. Моя вера полыхает внутри. Я спешу потушить тот пожар, чтобы спасти свою веру. Кто-то пытается остановить меня на пути, и я спотыкаюсь об него. Разве это важно? Может ли этот случай иметь какое-либо значение на фоне этого огромного пожара? Ограниченные умы, ограниченные мысли. За 80 с лишним лет своей жизни я не знал ничего о мирских удовольствиях. Вся моя жизнь прошла на военных фронтах, в тюрьмах, в изгнании или в судах моей страны. Я испытал всевозможные боли и пережил всякие мучения. Со мной обращались как с мясником в военных трибуналах. Меня изгоняли из моей родины как бродягу. Я был заключен в одиночной камере месяцами на родине. Меня неоднократно травили. Я подвергался всевозможным оскорблениям. Было время, когда я 1000 раз предпочел бы смерть вместо жизни. Если бы моя религия не запрещала мне совершить самоубийство, возможно, сегодня Саид гнил бы в могиле. Может быть, большинство из нас слышали это имя Бадиузаман Саид Нурси, но не совсем понимают, как он боролся или чему он пытался нас научить. Он посвятил всю свою жизнь служению дав, веры, ради уммы, ради нас. У каждого есть своя история в этом мире, и все оставят только одну подпись. Так что насчет вашей истории или моей истории? Может быть, вы задумались, пока слушали меня. Он был великим ученым. Может быть, вы критиковали себя, рассуждая, что я делаю для дава ислама. Послание этого человека, который пожертвовал 82 года своей жизни для этого дава, может быть скрыто в этом высказывании. Если вы хотите узнать свою ценность в глазах Аллаха, взгляните на то, какими делами Он вас занимает.